Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Вы, наверное, все уже слышали о том, что Владимир Путин умер и лежит у себя на даче, где-то в морозильной камере, о чем нам сообщает матерый КГБшник, патрушевский выкормыш Валерий Соловей, которого любезно приглашает на свои каналы Гордон и другие товарищи, вещают о нем и называет его вежливо, уважительно профессор Соловей. Я не знаю, чей этот Гордон, украинский он или все-таки он просто ГБшный. Но я знаю одно, что вот этот нарратив про смерть Путина, это, конечно же, как обычно, преследует несколько целей. Но одна из этих целей, две цели, одна из них отвлечь внимание, вбрасывая разные нарративы. И самое главное, на мой взгляд, является целью то, что показать, протроллить Запад, Соединенные Штаты, Джо Байдена, которые утверждали, что война, фашистская имперская война против Украины ведется не Россией, а Путиным. Конечно же, это имперская война, война КГБ СССР, где им помогает КГБ УССР, которая до сих пор не вычищена, пятая колонна, люстрация КГБшников не проведена, и я не знаю, как эта война будет выиграна, если вот такими темпами, такими способами она идет. Но война это имперская, КГБ СССР 75 лет, то, что более 70 лет наши родители, отцы, деды копили, не имея ничего собственности, работая на Советский Союз. КГБшники, разделив Советский Союз на уезды, также поделили всю собственность, которая была накоплена нашими отцами, дедами, нашими родителями. И теперь они хотят это все узаконить и передать все это по наследству новому дворянству, неодворянству, о котором они много лет говорят. И Патрушев один из главных идеологов этой идеи. Ну и Путин как должен быть, там, воцариться и так далее, и так далее. Если Украина хочет на самом деле побороть пятую колонну, зачистить всех врагов, нужно начинать именно с этих людей, которые за эти более 20 лет короновались, награждались там разными там дворянскими титулами. Это все в открытом доступе. Они проводили в Крыму встречи, в других местах. И нужно в этом направлении было работать и вычищать всю эту пятую колонну, которая возомнила себя новым дворянством. А не создавать симулякры. На протяжении 1,5 лет гибнут лучшие из лучших сыны и дочеря Украины. Только лишь на их крови и поте держится эта война, это сопротивление, это вытягивается, выкорчевывается враг. И мы видим, что это очень тяжело, когда внутри предают, когда есть мега-коррупция, когда просто отвратительно все. Имидж за границей испорчен окончательно. Тот лимит доверия, который был дан Зеленскому, он исчерпан. К большому сожалению. С первых дней я об этом предупреждал. Я говорил об этом. Что не дай Бог вы потеряете это доверие. Оно практически потеряно. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы его восстановить. Даже замена Зеленского может не спасти ситуацию. А воевать придется. А тянуть, вытягивать страну придется. Либо геноцид, как чеченцы получили. Геноцид, страшный геноцид. Я даже не хочу об этом говорить. Это будет очень страшно украинцам. 20% украинцев будет вырезано, повешено, расстреляно, сгноено в тюрьмах. Еще больше. Они планировали с самого начала убить 20% украинцев. И сейчас, когда фактически идет какая-то имитация деятельности. 1,5 года, более 1,5 лет Фейкин и Арестович усыпляли бдительность. Невзоров получал гражданство. Подоляки и разные Геращенко поддерживали его в этом. Давали ему гражданство, понимаете? Невзоров это главный враг Украины, понимаете? Просто говорит красивые нужные слова.
Это матерый пропагандист, это военный преступник, на котором по локоть он в чеченской крови этот. Вы его пригласили. Зачем? Я не понимаю. Пономарев, потомственный чекист, гибнюк. Только имитация происходит. Ахмед Закаев, имитация. Реальный президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Ахьяда Эдигова, других наших лиц полностью Украина игнорируется. Вы не боретесь, украинцы, по-настоящему. Если вы игнорируете главных, которые знают, что такое Россия, именно вот Ахьяд Эдигов, президиум правительства. Вы прекрасно знаете, что Ахмед Закаев, уже многие это прекрасно знают. Мы говорим, пишем, об этом наш президиум много говорил. И все равно вы там его держите, принимаете там и так далее. Верховная Рада признает геноцид и оккупацию чеченской территории. Президент Зеленский не подписывает дальше документы. Но если вы чеченцев игнорируете, которые сдерживали более 20 лет эту армаду российскую, то о какой по-настоящему борьбе может идти речь? Нету там никакой настоящей для победы борьбы. Кровь настоящая, смерти настоящие, стертые с лица земли города, увечья, калеки, инвалиды, горе – это все настоящее. Борьба не до конца и не настоящая. Если у вас Пономарев изображает какого-то борца и поднимает Дагестан. Дагестан последние 100 или даже 200 лет не воевал никогда с Россией, понимаете? Вы поднимаете Дагестан. Но это смешно просто. Просто смешно. Пономарев и как поднимают. Антисемитские выпады делаются. Это позорище просто, что вы делаете, что вы там творите. Пока вы не посадите, не привлечете к ответственности всех этих лиц, это просто бессмысленно. Столько вкачивается денег, оружия, столько гибнет сыновей и дочерей Украины. За что? За то, чтобы Пономаревы, Фейкины, Арестовичи, Невзоровы, Подоляки, вот они что ли, чтобы вещали нам о победе? Я очень надеюсь, что все это исправится. Я очень надеюсь. Да, исправления есть, я их вижу. Но очень слабо все это идет. Не приглашайте разных этих Пономаревых, Соловьевых, Невзоровых. Хотя бы, какое-то отторжение, какая-то аллергия должна быть на этих людей, понимаете? Слава Украине! Всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.